В свой 30-й день рождения Серебряный Бор официально, то есть в соответствии с указом об отнесении его категории рабочих поселков, отмечает 21 февраля. Хотя фактически подготовка к празднованию идет полным ходом. Хотелось бы от жителей поселка, первостроителей, получить какую-то информацию о том, как это все начиналось. Из личных альбомов увидеть те замечательные фотографии, которые в душе оставили неизгладимый и, самый главный, отпечаток в их жизни. Организационный комитет по проведению юбилейных мероприятий собирается в администрации поселка каждый четверг. Тогда же и туда же можно приносить интересные архивные фото и документы. Кроме того, здесь ждут тех жителей, которые могут рассказать что-то интересное об истории строительства поселка. А вот у учащихся единственной в Серебряном Бору 14-й школы взгляд на праздник, да и на сам поселок свой, у кого-то даже поэтический. Все вокруг леса и горы, Влад стоит поселок, недалече Алангора, как к нам край весь дорог. Сквозь леса макушки чьи, словно небеса пронзают, солнце редкого лучи землю обогревают. Но в основном ученики 5-11 классов предпочли изъясняться в прозе и в своих сочинениях на тему родного поселка поделились мыслями и воспоминаниями не только своими, но и своих родителей. Мои родители встретились в Якутии в 1983 году. Казалось бы, как мама, проживающая до этого в Южном Казахстане, и папа, прибывший с Урала, могли узнать, почувствовать, понять и полюбить друг друга где-то на краю земли, на севере. Почти всю свою жизнь я провел в этом мирке, отделенном от общей суматохи планеты Земля. И до сих пор каждый день, час в минуту понимаю, север со всей его суровостью и холодностью, на первый взгляд, обогрет настоящим человеческим теплом. Серебряный Бор на самом деле является источником тепла поистине людских душ, чистых, горячих, любящих. Какие красивые у нас зимы, деревья все в серебре. Когда рассвет или закат, солнце ласково затрагивает своими нежными лучами деревья, и они как будто прикрыты нежной светлой органзой. Я живу в поселке Серебряный Бор. Здесь я жил все свои 12 лет. Пусть он и не богат большими и высокими зданиями, зато мой поселок для меня очень многое значит. Здесь я родился, и за эти короткие годы поселок стал для меня родным домом. Для меня мой поселок самый красивый. И я не хочу терять своих друзей. Поселок Серебряный Бор – все для меня. И я здесь останусь навсегда. Когда мои родители сюда приехали, домов еще не было. Их только начали строить. Они жили в балках. Им было трудно. Когда поселок построили, балки снесли. Они переехали жить в квартирах. Судьба всех нас по-разному забросила в этот холодный и дальний край. Кто-то много лет тому назад ехал сюда за романтикой и за запахом тайги, а кто-то и совсем недавно появился здесь, услышав о том, что есть в Якутии маленький поселок энергетиков со столь энергичным названием Серебряный Бор, и что здесь удивительно чистый воздух, который стал редкостным явлением на планете Земля. На ветках деревьев блестит снег, как будто серебро на солнце. От этого блеска слепит глаза. Весь поселок наполнен серебряным светом. Это выглядит так красиво, что не оторвать взгляда. Я горжусь тем, что живу в таком замечательном поселке с таким удивительным названием.